такие территории, где многолетняя мерзлота существует уже около 2 миллионов лет. Геокриологическая карта Советского Союза – это изумительное творение мерзлотоведов. Последние 50 лет вот у нас с вами в Центральной Якутии, у нас с вами среднегодовая температура повысилась более чем на 3 градуса. Серьезно это изменение? Конечно, серьезно. Институт мерзлотоведения вообще родился здесь, вот, наверное, на том месте, на котором мы сейчас проводим интервью, а это на Межлодке. Это в 1939 году, когда была экспедиция, и здесь встретились впервые Павел Иванович Мельников и Михаил Иванович Сунгин. И вот эти люди, они зародили мысль и необходимость создания здесь исследовательского центра в Якутии, который будет исследовать мерзлоту. Как Михаил Иванович Сунгин любил говорить, колыбель мерзлотоведения. Якутия – это колыбель мерзлотоведения. И вот в 1941 году здесь была создана станция, которая была подчинена институту Иммера, это Московскому институту мерзлотоведения. В 1956 году мы стали филиалом, и в 1961 году мы стали институтом мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук Советского Союза. Железняк Михаил Николаевич, директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор геолого-минералогических наук. Михаил Николаевич родился в 1956 году. В 1980-м окончил Якутский государственный университет. В Институте мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова работает с 1973 года. Михаил Николаевич является специалистом в области региональной геокриологии и геотермии криолитозоны. Значительным вкладом в развитие региональной геокриологии являются установленные Михаилом Железняком особенности и закономерности развития геотемпературного поля криолитозоны Сибирской платформы. В результате проведенных экспедиционных работ на территории Сибири им получены новые знания о характере распространения и мощности многолетней мерзлой толщи, тепловом состоянии недр. Построены серии геокриологических карт и мерзлотно-геотермических разрезов до глубины 2 километра. Выявлены одномерные и многомерные зависимости температуры пород и мощности криогенной толщи от комплекса природных факторов. Выполнена палеореконструкция динамики криолитозоны за последние 150 тысяч лет для центральной и юго-восточной частей Сибирской платформы. Михаил Николаевич Железняк является профессором кафедры мерзлотоведения геолого-разведочного факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Он является членом редколлегии журналов «Криосфера Земли», «Природные ресурсы Арктики и Антарктики», «Инженерная геология», «Science in Cold and Arid Regions», председателем диссертационного совета при Институте мерзлотоведения, членом Объединенного ученого совета наук о Земле Сибирского отделения РАН и Академии наук Республики, членом Президиума Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, Совета по науке и технической политике при главе Республики Саха. По инициативе Михаила Николаевича создан и успешно работает Международный исследовательский центр природных и технических систем холодных регионов Азии совместно с Северо-Западным институтом экологии и природных ресурсов Академии наук Китайской Народной Республики. Это была, конечно же, большая работа, была проведенная Павлом Ивановичем Мельником, коллективом института и, конечно, правительством нашей с вами республики, потому что право представлять институт или мерзлоту как науку в Сибири вначале рассматривалось серьезно в городе Красноярске. И наше с вами правительство, и Гаврил Иосифович Черяев лично участвовал в этой процедуре для того, чтобы утвердили Институт мерзлотоведения именно в Якутске. Ну и, конечно, это была заслуга
сотрудников Института межзлотоведения, которые, начиная с 1941 года, привнесли огромнейший вклад в развитие и в познание межзлоты. В 1961 году Институту межзлотоведения вот за заслуги в науке, в познании межзлотоведения была присвоена высочайшая награда – это Орден Трудового Красного Знамени. Поэтому вот та организация, в которой мы сейчас работаем, имеет такую высокую награду. Институт межзлотоведения, начиная с первых дней, имел два крупных научных направления. Первое – это изучение состояния и динамики многолетней мерзлых толщ. Ну, тогда на первом этапе это больше мы говорили о состоянии, какова мерзлота, где она, сколько, какие имеют параметры, для того, чтобы научиться, наверное, управлять теми процессами, которые происходят. И второе направление – это устойчивость инженерных сооружений в криолитозоне. Или мы часто говорим взаимодействие инженерных сооружений с мерзлыми грунтами и их взаимовлияние. Институт межзлотоведения в конце 70-х, начале 80-х годов это был очень крупный институт, в котором работало более 550 человек. В настоящее время в институте 4 региональных подразделения, которые работают и занимаются вот как раз региональными исследованиями криолитозоны, одно направление. И второе – это, конечно, устойчивость инженерных сооружений и разработки методических подходов. Это станция у нас в Чернышевске, это станция у нас в Магадане, северо-восточное отделение. Это у нас небольшая лаборатория сейчас уже, к сожалению, которая осталась в городе Игарке, который до настоящего времени занимается вот особенностями мерзлоты того региона севера Красноярского края. Это тоже уникальное место, где вроде как за полярным кругом, но развита прерывистая и островная мерзлота. Это связано вот как раз с особенностями снегопереноса. Более 60 лет занимаемся динамикой и изучением криолитозоны, вот как раз горных областей. Это у нас там были построены стационары, которые находятся на высоте 2500 метров и на 3500 метров. Сейчас эти исследования в Казахстане ведутся совместно с Институтом географии Казахстана. И там создан в том году, в том числе и с нашей поддержки, я считаю, что это глициологический центр Казахстана. Ну и вот мы с вами подошли к геокриологической карте. Вот все, что зеленым и синим, темными цветами, это территория, вот эта карта, геокриологическая карта Советского Союза, это изумительное творение межзлотоведов с хорошей очень легендой и с хорошим пониманием специалистов, какие же закономерности в распространении мерзлоты есть. Они отражены, я считаю, что это, наверное, в геокриологическом отношении лучшая мировая работа, которая сейчас существует. Вот территория мерзлоты, которая у нас с вами, на нашей с вами территории сейчас России, она занимает мерзлота более 65%. Ну, более 65%, как вот считают дальше. Вот, и я с удовольствием хочу сказать, что мы дальше эти работы продолжаем. Когда мы говорим о вечности и понимаем, что термин «вечная мерзлота», он как-то влечет сразу, что вечное, и мы сейчас понимаем, и все уже понимают, что вечного-то ничего нет в природных процессах. На самом деле Михаил Иванович Сунгин, когда говоря об этом термине, он подразумевал только одно слово – век, человеческий век жизни. И действительно мерзлота по отношению к человеку, она вечная, потому что у нас с вами на территории России есть такие территории, где многолетняя мерзлота существует уже около 2 миллионов лет. Поэтому это, конечно, с этих позиций она вечная. Ну и сейчас мы очень много с вами говорим и очень много видим, какие последствия происходят, и, наверное, очень много об этом идут дискуссии. За последний период, за последние 50 лет, вот у нас с вами в Центральной Якутии, у нас с вами среднегодовая температура повысилась более чем на 3 градуса. Серьезное это изменение? Конечно, серьезное. Мерзлые толщи, они определяются, их формирование, их дальнейшее существование и функционирование, оно зависит от климатических условий. И второй фактор, это мощный, это фактор, связанный с условиями теплообмена на поверхности, то есть это может снег, различные растительные покровы. И, конечно, у нас сейчас, если наблюдать, то в лесных массивах у нас изменения поверхностные условия мерзлоты, они меняются значительно меньше, а вот на открытых участках, и особенно где развиты льдистые породы, там происходят изменения мерзлоты и, соответственно, с этим различные деформации поверхности.
То, что изменяется климат, наверное, то, что он изменится на 3-5 градусов или даже может на 8 там, по температуре воздуха, мы с вами адаптируемся совершенно нормально, да, с точки зрения как люди. Но у нас с вами изменятся какие параметры? У нас сразу же меняется растительный покров. У нас сразу же происходят изменения мерзлоты. Ну, вообще, Центральная Якутия, мне можно говорить много, это уникальная точка с точки зрения межлотоведов вообще. Во-первых, здесь выпадает порядка 210-240 миллиметров осадков в год. Это как в степи или даже где-то, наверное, близко к полупустыне. Фактически этой влаги не хватает. Если бы у нас не было слоя, который удерживает воду, попадающую в грунты, то, наверное, бы наша растительность, наши деревья не смогли бы здесь произрастать. Вырубая леса на территориях с лесистыми комплексами, мы с вами очень сильно изменяем ландшафт и вызываем развитие, как мы их называем, негативных экзогенных процессов. Это различные типы оползней, это различные типы оврагов и так далее. Вот для того, чтобы нам сохранить наши лесные массивы, а они богатые, их нужно использовать. Это возобновляемый ресурс, но нам четко нужно с вами на территории нашей республики подойти с позиции знания, где вырубать, как эти леса вырубать, где делать вырубки, и, конечно же, относиться к нашей природной среде очень бережно. На самом деле у нас есть толщи, которые были мощностью 5-10 метров, и это были малоледистые грунты. Они за эти 50 лет оттаяли. Этот регион, это Южная Якутия, это вот у нас в Забайкалье есть такие территории, у нас есть на севере, в центральной части Иркутской области и так далее, по югу. Что происходит у нас с вами в Якутске? Мы очень много говорим о том, что идет потепление климата, и у нас с вами будут разрушаться здания и так далее. Да, изменения грунтов есть. Но на это и существовали у нас и инженерные мысли. И когда мы с вами проектировали те или иные сооружения и проектируем сейчас, наша с вами задача, понимая, что идут вот такие изменения, сделать правильные инженерные решения, правильный проект, выбрать правильную территорию. Или поставить, как у нас, мы с вами видим, строят дома, хороший фундамент. А хороший фундамент, он у нас связан, если это есть, и мы дальше будем эксплуатировать инженерные сооружения на свайном фундаменте, то это должно быть значительное заглубление свай. Да, сейчас инженеры наши предлагают различные другие конструкции, которые позволяют обеспечивать устойчивость инженерных сооружений в мерзлых грунтах. Но само по себе то инженерное решение, которое предложили наши ученые-инженеры, строя здания на фундаментах, это уникальное инженерное решение, которое очень хорошо работает именно в районах распространения многолетних мерзлых пород, но опять же в разных районах она работает по-разному. Вот в Якутске это одни из идеальных условий, где хорошо работают проветриваемые подполья. Есть льдистые грунты, дисперсные льдистые грунты. Есть небольшое количество выпадающих осадков, особенно зимой. И это позволяет в зимний период проветриваемые подполья интенсивно охлаждать. Почему? А потому что туда не попадает снег. И у нас с вами вот эти низкие температуры позволяют под зданиями и сооружениями в округе охладить значительно. А в летний период у нас не попадает туда интенсивная прямая солнечная радиация. И это позволяет просто нормально, когда нормально работает проветриваемое подполье, это позволяет понизить температуру грунтов на 2-2,5 градуса. Вот это естественное инженерное сооружение. Что же делается в других районах? Например, если взять район севера Красноярского края, это Дудинка, Норильск, там выпадает очень много снега за счет еще и метелевого переноса в той области. И поэтому столь интенсивно и хорошо вот эти проветриваемые подполья просто не работают. И, конечно, когда мы говорим об устойчивости инженерных сооружений, мы должны понимать все эти факторы и в первую очередь контролировать ситуацию, которая складывается под тем или иным инженерным сооружением. Когда мы говорим о сохранении состояния мерзлоты или об обеспечении устойчивости инженерных сооружений в криолитозоне, нам в первую очередь нужно знать состояние и знать вот эту реакцию.
это все совершенно очевидно. И всем это давно понятно, что делается только с помощью систем контроля. К сожалению, мы сейчас начинаем ее, наверное, не то что создавать, а начинаем ее формировать, эту систему контроля. И это, несомненно, вот на этот период времени, это, несомненно, то, что необходимо нам сейчас делать для того, чтобы научиться, я еще раз говорю, правильно строить, эксплуатировать инженерные сооружения, ну и, конечно же, осваивать территории. Есть территории, где близко залегает вот этот льдистый комплекс, и к освоению них в настоящий период нужно относиться очень осторожно, и, наверное, на этих территориях лучше оставлять территории лесных массивов, которые имеют свою огромную пользу во многих моментах, в эстетических, и не только в эстетических, и в частности экологического момента. А строить нужно на тех грунтах, которые наиболее приемлемы для строительства. Ну, конечно же, я еще раз говорю о том, что инженеры наши шагнули очень далеко. Мы можем поддерживать и мерзлое состояние, мы можем поменять эти грунты. Но весь вопрос, сколько это будет стоить. Вот поэтому, наверное, вопрос экономический, он встает пусть не на уровень экологического вопроса, потому что все равно наша жизнь человеческая – это самое дорогое, все, что мы строим для того, чтобы нормально жить. Если посмотреть книжечки 30-х, 40-х годов, там часто была фраза «методы борьбы с мерзлотой». Сейчас позиция наша и должна поменяться совершенно серьезно. Нам не нужно бороться с природными явлениями, которые мы не поборем. Нам нужно с вами совершенно четко понять. Земля никогда не оставалась в стабильном состоянии. Она никогда и в дальнейшем не останется в стабильном состоянии, которое бы нам с вами хотелось. Она всегда изменяется. Но это и закон природы, и закон философии. Все в мире изменяется. В настоящее время у нас есть рабочий вариант инженерно-геологической карты. И сегодня, вот буквально через несколько дней, мы сдаем геокриологическую карту Республики Саха-Якутия в масштабе 1,5 миллиона. Тем не менее, вот у нас, несмотря на такую огромную территорию, небольшую заселенность, у нас с вами существуют все виды карт: геологическая карта растительности, карта мерзлоты для нашей с вами территории республики. И сейчас наша задача понимание всех закономерностей выносить на более мелкие территории. Задача сейчас очень серьезная – дать оценку, где же идут интенсивно эти изменения и климатические, и геокриологические, и сделать аспекты на перспективу, нашу программу развития нашей с вами республики до 1935 года. И именно на эти районы сосредоточить основное свое внимание, чтобы нам, я еще раз говорю, правильно осваивать территорию, чтобы за нами не оставались пустыни, за нами оставался тот мир, в котором мы с вами живем.